Отделение искусства театра. 3 класс. Руководитель Пиева Марина Алексеевна. Ольга Гражданцева. Жулик. Жил Валька с мамой во 2-м подъезде, на улочке простого городка. Любил он книжки о войне и чести, и завести мечтал себе щенка. Но только места не было в квартире. Вам подтвердит любой, кто там бывал. Но Валька самый добрый парень в мире. Он понимал и сам не унывал. Он помогал в питомнике собачьем, кормил, гулял, учился понимать. Шел год 40-й. И вот в июле в питомник к ним совсем щенок попал. Вернее, кроха, месячная Жуля. И Валька для нее кормильцем стал. Война, бездушно страшная война. Их Жулька чуть не первыми забрали. Собаки и вожатые нужны. Он помнит слезы мамы на вокзале и первые просветы седины. И как она пыталась улыбнуться, все норовя к себе его прижать. И как он обещал домой вернуться. И как она сказала: буду ждать. Все помнил Валька. Первое учение, где их тренировали каждый час. И первое большое поручение. И первый именайный фугас. Как Жуля иногда во сне скулила, когда их ближе к фронту подвезли. Как очень страшно им обоим было в тот первый раз, когда в атаку шли. За это время многое бывало. Немало мин им довелось найти. И Жуля документы доставляла там, где другим уж точно не пройти. Но видно было с самого начала, что дар особый у собаки был. Она бойцов отчаянно спасала, да там, куда никто не доходил. Опять вперед по слаженной привычке. Откуда только силы-то пришли? Потом назад, а Валька будто выжил. Противный свист. А дальше темнота. Проснулся Валька, лежа на кровати. Потом ему уж рассказали, что Жуля и его теперь спасла. И если б не она, уже едва ли судьба бы Вальке новый шанс дала. А Жуля медсестричку дотащила и ринулась за Валькой в тот же миг. Грела и не отходила, а после боя привела своих. Шла в госпитале первая неделя. И все успели Жулю полюбить. Но как-то ночью, в час после отбоя, по телу пробежал волной мороз. Зашелся в безысходном страшном вое какой-то неизвестный Вальке пес. Потом сказал добрый человек, что ночью умер лейтенант вожатый, а выл от горя верный псин Джек. Шел 3-й день. Солдаты говорили, что Джек почти не ест, совсем не пьет. Джек умирал, судьбой сражен без пули, без раны, без болезни, от тоски. Все было зря. Но как-то раз под вечер Жуля легла на расстояние руки. С ним в унисон тихонечко скулила, по сантиметру близилась к нему, как будто от потери боль делила, даря надежду брату своему. И к ночи Джек поднял немного морду. Осунувшийся пес, бока худы, он на ногах, держась совсем не твердо, поднялся к миске и попил воды. Бойцы с утра не верили глазам, но Джек, увидев Жулю у порога, поднялся на ноги и к ней поплелся сам. Джек — умный пес, прошедший обучение
около Белграда от боя строй ребят едва остыл. У Вальки было уже 2 награды, и к 3-й он вчера представлен был. Но Валька был не псом, а человеком. Он другом стал обоим. Только вот возникла между Жулькой и Джеком не просто дружба, связь иных высот. Они везде и всюду были рядом, на отдыхе лежали к носу в нос. В бою, когда вовсю снаряды градом, они друг друга чуяли всерьез. И как-то зацепило Жулю. Не видел Джек, но моментально взвыл и бросился куда-то вглубь под пулей. И вскоре к Вальке Жульку дотащил. Она после ранения отходила, и Джек ее почти не покидал. Любовь, бойцы шутили, это сила, но разлучать тогда никто не стал. Они сражались так же, как солдаты, и рисковали жизнью, шли вперед и понимали, что когда-то им тоже, может быть, не повезет. И вот Белград с советскими войсками уже немало пройдено вперед. К большой победе трудными шагами солдат советский день за днем идет. И Жуля, заливаясь сильным лаем, а Джек уже вовсю на помощь мчал. Вдруг выстрел, полностью чернее, из снайперской винтовки прозвучал. Упала Жуля, сразу не сумела понять, ну что ее лишило сил. Джек придавил ее ослабшим телом и теплой кровью шерсти оросил. Бойцов сегодня в госпитале мало, а вот за дверью некуда ступить. У Вальки Жулька на руках лежала молча, перестав скулить. Молчала Жуля, с ней молчали люди, и каждый верил, каждый просто знал, что не откажет небо в этом чуде, ведь этот пес не просто жил, спасал. И вот открылась дверь, устала, шагнул наружу доктор, млад и стар, услышали глухое: шансов мало, я ведь хирург, а не ветеринар. Тяжелый случай, снайпер не скупился, понять, как вы донесли. И если вдруг жилец, то отслужился. Младцу, ребята, не спасли. Бойцы врачу вопросы задавали, едва ли только немота прошла, и видел, вероятно, только Валя, что Жуля внутрь скользнула, как стрела. Джек поправлялся долго, даже очень. Врачи почти не верили в него, но Жуля, как и прежде, дни и ночи не покидала друга своего. А я тот самый Валя, тот вожак, был рядом и боялся, да сидит, что сдастся Джек. Но шла за датой да. Мы взяли Вену, и теперь Берлин. Я шел к победе, только сердце часть какой-то холод пакостный сковал. И помню я, как зарыдал от счастья, когда впервые Джек на лапу стал. Всего на 3, шатаясь то и дело, но рядом Жуля, верный проводник. И в этот миг осознавая, что вот она, победа, будем жить. 11 утра, 8 мая, и этот миг мне не забыть вовек. С войной целый мир перевернулся, дорога к маме год уже велась. И помню, как сказал: а я вернулся, и мама прошептала: дождалась. Рассказчик замолчал, и все смотрели куда-то вдаль, где время медлит бег. Но младшенькие все ж не утерпели. Ну, деда, ну, а Жуля, ну, а Джек? И прадед, улыбаясь, спохватился: от правнуков с ответом не уйдешь. За стареньким альбомом наклонился, открыл
Они прожили долгий век собачий. Для Чары предки дальние они, а для меня родство их много значит и согревает даже в эти дни. Он понимал, как повезло ему вернуться, как повезло любимых сохранить, как повезло сегодня вновь проснуться и передать воспоминания нить. И пусть слова эти нисколечко не новые, но с каждым разом все растут в цене. Мы будем помнить год за годом о каждой жизни и о каждом